Война, развернувшаяся в Восточной Европе, расставила приоритеты заново. Украинская и российская армии, опираясь на новейшие технологии и реальный боевой опыт, продемонстрировали, насколько уязвимыми и архаичными оказались даже самые современные на вид западные вооруженные силы. Именно поэтому в США заговорили о крупнейшей перестройке армии со времен Холодной войны. По данным Wall Street Journal, американские военные начали масштабную реорганизацию, крупнейшую с момента окончания Холодной войны. В планах оснастить каждое подразделение примерно 1000 беспилотников и избавиться от устаревшей техники. По сути, это признание того, что даже Пентагон оказался не готов к новой эпохе ведения боевых действий. Сегодня в США обсуждают беспрецедентную программу переоснащения. Это колоссальный скачок от нынешнего состояния. До сих пор в стандартной воинской части находилось лишь около дюжины дронов, причем дальнего действия. Командир одного из полков армии США прямо заявляет: необходимо учиться у украинцев, как использовать дроны, как им противостоять, как добывать и применять эти технологии. Суть ясна. В Пентагоне впервые заговорили о полном пересмотре подхода к ведению боя. Чтобы внедрить наработки, полученные в Украине, США уже провели более года испытаний на своих базах, включая знаменитый полигон Хоенфельдс в Германии, где в феврале прошли учения с участием беспилотников. И хотя даже там техника сталкивалась с проблемами, например, из-за обледенения лопастей резко снижались летные качества и быстрее разряжались аккумуляторы дронов. Сами испытания стали первым шагом к реформе, продиктованной отставанием от России. Модернизация охватит и другие сферы. Армия США работает над улучшением связи между солдатами за счет интеграции смартфонов, планшетов и цифровых платформ. Более того, будет создана новая пехотная патрульная машина, усилены возможности радиоэлектронной борьбы, а также увеличено финансирование перехвата вражеских дронов. Только на развитие этих направлений планируется потратить около $3 миллиардов. Общий бюджет перестройки вооруженных сил составит $36 миллиардов за 5 лет. Эти средства будут получены за счет отказа от устаревшей техники. США прекращают закупки легендарных «Хаймаев», легких танков М-10 и даже знаменитых вертолетов «Апачи». При этом, как подчеркивают чиновники, речь не идет о запросе новых ассигнований. Армия просто перераспределяет уже имеющиеся ресурсы, чтобы успеть за временем.